Herkes uyandı, biz de uyandık. Hürmetli seyirciler, daha bir kere sabah şefleriniz hayırlı olsun. Milli telekanalına sabah yayını öz işini devam etti. Ve adeti üzere bu güzel stüdyada endi misafir buluna. Evet, buluna biz şimdi ise tamam şimdi onun ile güzel bir sübyetimizge geçeceğimiz. Bu sübet aslında hastalıklarını nasıl yenmek hakkında olacak. Yani hasta olmamak. Doğru aytsak hasta olmamak ne yapmak gerektir. Ve tamam şimdi sübyetimizge geçecek. Ve şimdi stüdyamızın misafiri Gülferiye Hanım Osmanova, kardiyolog, terapevt, hekimi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Sabahınız nasıl başlandı? Bek yaxşı başlandı. Bugün sabah bek yaxşı başlandı. Мен de айтacak sözümü русский термин, потому что очень много терминологии в нашем медицинском языке. Дело в том, что простудные заболевания, они более актуальную тему приобретают именно осенне-весенний период. Да? Тогда, когда человек может неправильно одеться, неправильно покушать, переохладиться. Вот тогда появляются все предпосылки для того, чтобы можно было получить такое заболевание. Что связано с этим? Значит, переход на осенний период, когда человек может не по погоде одеться, попасть под дождь, да, переохладиться, очень большая вероятность становится именно осенью и весной. Потому что мы не привыкли, что уже холодно, да? Иногда не одеваемся, иногда не укрываемся, и иногда неправильно питаемся, потому что утренний прием пищи, например, горячий, он разогревает, быстрее пробуждается организм, быстрее вступает в контакт с окружающей средой. Дело в том, что чтобы правильно себя вести в это время, дело в том, что есть предпосылки заболеваний. И вот, например, надвигающиеся гриппы, да, ОРВИ. Если человек вовремя получил прививку, то вероятность заболевания гриппом, во всяком случае, уменьшается. Но остается масса других проблем. Более подвержены этому такие группы риска заболеваний. Те люди, которые связаны с обществом, да? Это маленькие дети, которые ходят в детские сады, в школы. Люди, которые общаются с людьми, это в школах учителя, да? Врачи, медперсонал. И, конечно же, пожилые люди, которым приносят, даже если они не общаются с другими, которым эта инфекция приносится извне теми же участниками, составом семьи, да? Их же детьми, их же внуками, племянниками. Самое опасное, конечно, заболевание это деточек и пожилых людей. Потому что деточки, у них еще не развился иммунитет, и они, когда появляются в детских садах, то масса вот этой инфекции, которую приносят другие дети со своих семей, бывает то, что дети бывают подвержены простудным заболеваниям, уже инфицированием. Поэтому детей нужно правильно обучать, да, чтобы они мыли руки, потому что инфекция в основном передается через воздушно-капельный путь и через ручки у детей. Это правильные средства, да? Потом повышать иммунитет ребенка. Надо его немножечко закалять. Чем больше он будет на свежем воздухе, тем больше у него лучше будет иммунитет. Правильное питание. Правильное питание – это домашняя пища, это самое правильное питание. Знаешь, горячее, свежеприготовленное, не больше 6 часов, чтобы было после приготовки, это свежая пища должна быть. Больше овощей, фруктов, больше молочного. Если детки очень болезненны, лучше показать врачу, подкрепить иммунитет, попить витамины, вот это вот. В пожилом возрасте, тогда, когда у человека уже масса своей инфекции, которую он носит, да, хронические заболевания, там, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, мочеполовой, в общем, огромное количество своей хронической инфекции. Если человек сам, иммунитет справляется, это хорошо. А если приносится извне какая-либо, любое простудное заболевание какое-то либо, то эта инфекция может возобновиться. Значит, подспутно это вирусная инфекция, да, появляется, но через неделю, через две появляется своя инфекция, свои вирусы, свои бактерии, они на такой почве низкого иммунитета начинают расцветать. Поэтому очень правильно прививать и детей, и пожилых, и более контагиозные такие слои. Если уже простуда произошла, что нужно сделать? Ну, в первую очередь организм должен начинать справляться сам. Значит, надо дать отдохнуть организму.
ни в коем случае на ногах не переносить. Потому что все, что переносится на ногах, если иммунитет крепкий, чем крепче иммунитет, тем быстрее он, конечно, выйдет. Но могут остаться остаточные явления. Остаточные явления в виде тех же хронических инфекций, которые будут потом циркулировать и активироваться. И также могут быть любые осложнения. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны почек, со стороны сердца, со стороны головного мозга, потому что это интоксикация. Значит, в первую очередь нужно дать организму отдохнуть. Обильное питье, в тепле, чтобы этот организм побыл, да? Обильное щелочное питье. Если вдруг повысилась температура, то желательно вот эту температуру не сбивать. У детей это, конечно, нельзя делать после 39 градусов, если есть судорожный эффект. У взрослых людей после 38 можно, в принципе, сбить температуру. Но иммунитет сам должен сработать. Потом, если вы четко знаете, что это все-таки вирусная инфекция, а не бактериальная, потому что они разные, протекают по-разному. Вирусная, она все-таки связана с быстрым подъемом температуры, с интоксикацией, головная боль. Вот на фоне полного здоровья может возникать. И потом есть анамнез контакта с инфекционным больным. Поэтому, в принципе, нужно немножко проанализировать. Если есть медики, доверить все-таки им, да, состояние свое. Если это вирусное, все-таки отделить этого пациента в доме, ну, чтобы было какое-то, ну, типа бокса, чтобы меньше к нему входили, влажная уборочка, проветривание, противовирусные препараты. Сейчас их большое количество, но, конечно, предпочтение отдается препаратам эргоферона и препаратам Тамифлю, вот таким вот препаратам, да, Кагацел, противовирусное. Но самое правильное, чтобы противовирусный препарат сопровождал весь период заболевания, потому что вот раньше как-то мы назначали на первое время, в принципе, это категорически воспрещается. Сейчас все время, пока болеет человек, да, даже если наступает осложнение, такие как пневмония, гаймориты, все равно противовирусная терапия должна продолжаться. И, конечно, вовремя обратиться к врачу. Это самое главное. Гульфия Ханым, мы знаем, что вы работаете в Национальном медцентре. Скажите, пожалуйста, больше всего в этот период обращаются детки или же все-таки более старшее поколение, старики? Дело в том, что у нас... Ханым, я вас перебью. У нас перерыв на рекламную паузу, и потом мы продолжим. Урметли сейерчилер, буйруңуз. Böyle güzel reklamадан соң біз yayınımızды devam etemiz, hürmetli seyirciler. Hastalıklar hakkında konuşmaya devam etemiz. Итак, перейдем опять-таки к моему вопросу. В Национальном медцентре чаще всего с простудами, с профилактикой простуды на данный период приходят детки, либо же уже более старшее поколение, вот, более старшее поколение, старики? Дело в том, что у нас не совсем национальный медцентр, это государственное бюджетное учреждение, которое принимает всех. Но на данный период у нас, конечно, педиатра нету, и поэтому деток приходит меньше намного, потому что, но все равно приходят, потому что они приходят к другим специалистам, такие как лор, приходит очень много. Именно вот в этот момент вот такой вот вспышки простудных заболеваний. Приходят к невропатологам, приходят к окулистам, потому что осложнения бывают разные. Но взрослые, конечно, контингент взрослого населения приходит больше, потому что приходят уже с осложнениями. Очень хочется попросить и наших людей, потому что у нас не только наши, у нас все окружающее население приходит, и не только татары наши, да, приходят в более запущенных периодах, запущенные, когда начинаются уже осложнения, когда уже тяжелее лечить. Вот хочется обратиться к нашим соотечественникам, да, чтобы они при малейшей проблеме хотя бы обратились к любому медику, да, который сориентирует их в данное время и вот в критический период, что нужно все-таки получать специфическую терапию, да, и патогенетическую правильную терапию, чтобы они быстрее выздоровели. Вот этого хочется предупредить людей. Гульфия Ханым, чаще всего, вот вы сейчас также сказали о том, что нужно на протяжении всей болезни, всей простуды лечиться специальными препаратами, постоянно пить правильные лекарства, да, например. А как обстоят дела с народной медициной? Например, если человек хочет, ну, если
у человека какая-то непереносимость лекарств, либо он принципиально не хочет пить лекарства, а как-то хочет выздороветь более традиционными методами. Там, Ну, традиционно тот же считается мед. сейчас медицинские, а нетрадиционными вот это вот народная медицина. Дело в том, что если болезнь не поддается в течение 3 дней, да, вот этим всем обогреванием, растиранием, да, мед, компрессы, я в принципе не против, потому что сам процесс обогрева человека, это оказывается иммунный всплеск. Идет очень хороший такой иммунный выброс. Мы не всегда, вот почему человек в основном заболевает переохлаждением, да, не хватает самих тепловых белков, которые работают на иммунитет. Если иммунитет хороший, человек не болеет больше 3 дней. Больше 3 дней он не болеет. Понимаете, он может 1 день переболеть, перетемпературить, отлежаться, все. Если проблема затягивается, то лучше всего обратиться уже к медикам, потому что врачи не просто так здесь, да, они должны выполнять свою функцию. И в принципе, если человек иммунитет хороший, он как-то даже специфически относится к врачебным процедурам, да, после того, как у него проблемы заходят глубоко, и он уже не справляется, он все равно приходит к врачам. А если вот врач назначил лечение в определенный срок, то есть, вот, например, возьмем 1,5–2 недели, врач сказал, что вот такой период нужно лечиться. В домашних условиях неважно, лекарства пить надо. Через 2–3 дня человек почувствовал себя хорошо. Стоит ли ему продолжать это лечение? Смотрите, препараты бывают разные, да? Да. Если это противовирусный препарат, и, врач назначает, он не может назначить на 2–3 недели, он назначает на определенный срок. Это до 5 дней может назначить. Потом он должен посмотреть и сказать, нужно ли продолжать этот препарат или нет. Потом есть отхаркивающие. Если человек вот в период, когда ему все хорошо, а надо еще допить несколько дней, значит, прочистить бронхолегочную систему, он не доделывает, это все равно оставляет свой отпечаток на следующий раз заболевания. В следующий раз он будет болеть дольше. Вот в чем дело. И если иммунитет у человека хороший, он может хорошо питается, все, в принципе, человек может справляться. Вот первые 2–3 дня и иммунитет справляется, и, может быть, даже и не нужно, нет необходимости продолжать лечение. А если человек в это время не кушал, ослаб, понимаете? Вроде бы 3 дня, ему ничего, он так себя взял в руки, пошел на работу, да, и все, и работает, а все равно иммунитет дает сбой потом, рано или поздно. Желательно рекомендации врача выполнять, потому что врач все равно умнее вас, понимаете, он долго учился, он долго работал, он все равно имеет опыт в жизни больше. Вы же не можете отвергать то, что опыт в жизни это все равно большое значение имеет. Правильно? Вы же прислушиваетесь к своим родителям, еще чему-нибудь по ситуации. Также врач имеет полное право быть выслушанным и выполнять правильно, четко его рекомендации. Тогда вы можете говорить, что вы вылечились или вы выполняли, вы сделали все, что нужно. Это тоже большое дело. Гульфира Ханым, как вы уже сказали, что одним из признаков того, что организм борется и у нас хороший иммунитет, это повышение температуры. А когда у человека все симптомы на глаза, у него болит горло, у него насморк, болит голова, а температуры нет, это означает, что у него слабый иммунитет? Или Нет, это не совсем обозначает, что слабый иммунитет. Это у него такая реакция на интоксикацию. Но если повышается температура, иммунитет срабатывает быстрее, чем на головную боль, чем на слезотечение, ринотечение, потому что это симптомы. Основное заболевание уже запустилось, понимаете? Просто это индивидуальность. Ну, как у нас отпечатки пальцев у всех разные, все по-разному болеют, у всех ответ иммунитета бывает разный. Поэтому у всех по-разному. И вот, например, вот в семье одни болеют так, например, 2–3, а другие по-другому. Но ответ температурный – это очень быстрый ответ. Вот иммунитет отвечает быстро, на эти антигены вырабатываются антитела быстро, и считается иммунитет хороший при температуре. И поэтому мы даже вот обогревание, все вот эти медицинские процедуры народные, они направлены на обогревание, согревание тела, понимаете, чтобы организм справлялся сам. Гульфира Ханым, вот сегодня ехали на работу, уже видели легкую такую гололедицу на дорогах. И вот хотелось бы спросить, что делать все-таки крымчанам? Все-таки приближаются уже сильные холода, зима, скоро, через месяц. Вот что делать, как обезопасить себя? Ваши советы и ваши пожелания для наших телезрителей.
Ну, мои советы, в принципе, если все правильно, если человек ведет правильный образ жизни, даже если он очень занят, то какой-то режим его жизни должен быть. Правильные обеды, вовремя завтраки, горячее что-то, понимаете? Потом физические нагрузки должны быть. Если это не ходьба, то хотя бы тренажерный зал. Если не тренажерный зал, то хотя бы работа по дому. Все должно быть. Так, вот в холодное время года надо одеваться по погоде. Понимаете, если кто-то одел легенькую курточку в мороз, а кто-то одел шубу, каждый одевается по мере того, как он мерзнет. Понимаете, молодой человек, он внутри горячий, ему не надо, может быть, сильно согреваться, но он должен знать, что может быть проблема переохлаждения, когда он стоит на остановке там, или еще что-то, понимаете. А в более пожилом возрасте человек сам говорит, я мерзну. Раз он мерзнет, он должен одеваться лучше, двигаться больше. Понимаете, если даже человек одет не очень хорошо, надо двигаться больше, и поэтому вот идет согревание изнутри, выделение тепла. Потом гололедица, про которую вы сказали, нужно очень аккуратно относиться к тому, что он идет человек, потому что он может упасть. А есть такой термин, как хрупкость, да? Он относится и к сосудам, и к костям, потому что в более пожилом возрасте, когда идет такое заболевание, как остеопороз, даже небольшая гололедица, и если человек упал, вот даже с расстояния своего роста, да, он может повредить и поломать вот это. Дело в том, что это не только простудный, это еще травмоопасный период, да? Да. Ну и ваши пожелания для телезрителей. Чего бы хотели пожелать? Ну, я так думаю, что Бог нас бережет, да, Аллах сахлайбызна, да, но каждый должен немножко позаботиться еще о себе, лично о себе, понимаете? Вот о детях мы заботимся, о стариках мы заботимся, а вот люди, которые работают, бегают, они должны знать, что они тоже нужны всем именно в рабочем состоянии, правильно? Значит, вовремя питаться, правильно одеваться. Настроение, оказывается, нервные срывы, они ведут к очень сильному упадку иммунитета. Я думаю, что хорошее настроение всем и хорошие надежды на все остальное, правильно? Да. Да. Чохсаунс. Да. К сожалению, наша беседа подошла к концу. Чохсагуна за компетентные ответы на наши вопросы. Надеемся, что наши соотечественники обязательно прислушаются ко всем вашим советам. Я тоже И все будет хорошо, и у нас будет здоровый. И у нас будет здоровый Крым. Здоровый Крым, да. Да. Здоровые крымские татары. Чохсагунас. Чохсаунс. İşte dostlar, bu mevzunu, yani sağlık mevzunu biz devam edeyik. Ve növbeteki сюжетimiz bizim muhbirlerimiz tarafından hazırlanған. O da aslında hastalıklar hakkında olacak. Да, doğrusu öyle bir hastalık hakkında ama inanamız birçok meraklı malumatını sanda alarsınız ve hiçbir vakit hasta olmayacaksınız. Buyurunuz hürmetli seyirciler.